В 2021 году мы напрямую по линии фонда профинансировали, одобрили 23 проекта на сумму $82 миллиона, из которых сколько выдали? Выдали мы 44,2 миллиона в прошлом году. В 2021 году. Да, в 2021 году, в том того, что фактически деятельность фонда была активизирована после ваших переговоров с президентом Российской Федерации 1 июля 2021 года. По итогам 2021 года у нас 73% компаний-заемщиков фонда в целом улучшили свои финансовые показатели. Совокупная выручка компаний составила 56 миллиардов сомов, больше чем на 5% по сравнению с 2020 годом, и это 7% ВВП составляет. Создано было дополнительно в 2021 году 1753 рабочих места, и сейчас общее количество сотрудников на компаниях заемщиках фонда составляет 28 735 рабочих, а мультипликативно, включая поставщиков сырья, комплектующих, порядка 43 тысяч. На данный момент мы предварительно уже до второй фазы уже предварительный этап сделали. Это мы построили сталеплавильную собственный цех с мощностью 3000 тонн в месяц. То есть мы сейчас уже можем свой арматурный завод обеспечивать своим сырьем. При этом из Кыргызстана уходит ежемесячно в Россию порядка 7000 тонн металлолома. Расстояние транспортное плечо составляет порядка 2500 километров. Это значит $55 в один конец на каждую тонну. И обратно уже готовая арматура приходит сюда. То есть опять же транспортное плечо составляет 55 километров, $55. И где-то порядка $110 это наш конечный потребитель переплачивает за это. В то время как мы свой металлолом можем использовать здесь в Кыргызстане и сами производить арматуру. И в этом случае дешевле. Да, где-то порядка 10% экономия составляет, и при этом мы 3000 тонн, это позволяет нам 10% заместить импорт. А когда мы выйдем на дуговую печь, которая нас обеспечит 150 тысяч тонн в год, то есть 15 тысяч тонн квадратной заготовки в месяц, тогда мы уже сможем 60% нашего рынка закрыть. Ну и дальше уже мы можем уже потихоньку расти до 300 тысяч и выходить уже на экспорт.